большая задача, есть большая тема для обсуждения, и предлагаю как раз-таки нам покоммуницировать, поговорить. Ну, с кем-то мы знакомы, с кем-то не знакомы. Давайте я коротко представлюсь. Меня зовут Илья. э, Просто Илья, без отчества, без обращений каких-то, да. Я психолог, я специалист когнитивно-поведенческого подхода, работаю с семьями, работаю с неврозами, вообще с эмоциональными расстройствами, работаю с депрессиями, работаю достаточно много с зависимыми формами поведения, то есть алкоголизм, наркомания, веду частную практику и работаю с центрами реабилитации наркозависимых, конкретно с нашим Сыктывкарским центром, и работаю, получается, с медицинскими центрами. Помогаю вести им прием, помогаю сопровождать. Так, у кого-то видно, слышно, у кого-то черный экран и звука нет. Ну, будем пока работать так, как есть. Сейчас попробуем что-нибудь исправить, что-нибудь сделать. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте всем, всем, всем. Алена, Светлана, Юлия. Ничего не видно, ничего не слышно. Ну, нет, 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 мы еще даже не начали. Предыдущий вебинар, не знаю, что там. Сейчас мы начнем потихоньку. Нам нужно дождаться Марину. Марину у нас пока не видно, пока не слышно. Сейчас мы ее попробуем подключить. Так, я снова один, меня отключили. Точнее, меня наоборот включили. Марину у нас пока не слышно и не видно. Дождемся. Не будем создавать суету. Так, Марины у нас пока нет. Э, Тогда пока я буду включаться один, работать. Кому-то видно, кому-то не видно, кому-то слышно, кому-то не очень. Ну, давайте пока работаем так, как есть. Потому что вот кто-то пишет, что видно, кто-то пишет, что не видно. Проверьте, пожалуйста, свое соединение, проверьте, пожалуйста, свои настройки. А здесь у большей части вот как раз-таки присутствующих вроде как все работает. Итак, дорогие друзья, сегодня с вами у нас большая интересная тема. Сегодня мы с вами работаем. А, у нас с вами тема это, ну, в рамках вообще Академии будущих родителей мы сегодня с вами разговариваем на тему, как сохранить эмоциональное здоровье во время карантина. Проводит у нас данный вебинар, организатор данного вебинара – это Республиканский консультационный центр в рамках просветительского проекта «Академия будущих родителей». Сегодня вебинар с вами буду вести я, Соболев Илья. Людмила пишет, на душе тревожно, если честно. Понимаю вас, понимаю. Сейчас многим тревожно. И сегодня мы как раз-таки поговорим, как вот сохранить эмоциональное здоровье в условиях кризиса, в условиях самоизоляции, в условиях того, что здесь с нами происходит. А как можно презентацию скачать? Презентации сегодня у нас не будет. Почему черный экран? Дорогие друзья, я, к сожалению, здесь не техник. У меня показывает, что все работает. Проверьте, пожалуйста, свои настройки. Вот у меня вроде и звук пишется, и вроде как все есть, и вроде как все нормально. Да, всем привет, всем здравствуйте, доброго дня, добрый вечер, у кого там что на дворе сейчас, сегодня, да? Давайте включаться. Итак, большая тема. Мы сразу как бы уже без лишних прелюдий будем начинать, будем включаться, будем работать. Итак, как сохранить эмоциональное здоровье во время карантина? Но я думаю, что не секрет ни для кого, что сейчас у нас трудный период. Вообще трудный период не только для
Республики Коми трудный период в целом для России, и для многих это будет неожиданностью, но трудности сейчас вообще в целом у всего мира. Так, у кого-то там черный экран. Слушайте, я, к сожалению, не знаю, как тут что сделать. У меня показывает, что все пишут, что все работает, что все нормально. Давайте пока тогда как есть. Вот. А, В общем, какая штука? Есть определенные трудности, есть определенная история, в которую мы все с вами попали. То есть это как бы необходимость, как бы некая неизбежность, с которой нам просто предстоит с вами справиться. И по большому счету реальность заключается в том, что мир предъявляет к нам некие требования. Вообще сейчас, я думаю, что многие понимают, многие осознают, происходит происходит вообще исторический период, исторические события такого российского масштаба, мирового масштаба. Мы с вами присутствуем при неком процессе, который вообще, в принципе, вот на нашей памяти, на нашей истории еще не было никогда такого, да, чтобы взяли всех абсолютно людей, все население России, все население планеты и поместили дома, да. Не было такого. То есть это мы с вами присутствуем при историческом событии, а исторические события никогда не бывают приятными. Это как факт надо просто принять, это надо запомнить, и этому бессмысленно сопротивляться. То есть историческое событие сейчас заключается в том, что есть некий период, который хотим мы того, не хотим, нам просто нужно его переждать. И вот первый вопрос, который мы сейчас с вами разберем, это вообще в целом трудности в привыкании к новой реальности. Вот почему они происходят, почему нам трудно адаптироваться к этой реальности, почему происходит вот такая, а, а, почему нам сложно, почему в целом человеку трудно достаточно привыкнуть к тому, что мир изменился, да, а мир реально меняется, и ситуация вокруг нас, она меняется со стремительной скоростью. Вот. Почему это происходит? Дело в том, что мы все с вами очень сильно зависим от наших привычек. Привычки, вот если мы говорим научным языком, таким логичным, структурированным, да, в контексте нейрофизиологии, в контексте поведенческой психологии, привычка – это динамический стереотип. То есть динамический стереотип – это некая выработанная модель поведения, при которой человек чувствует себя комфортно и хорошо. Вот у нас с вами была некая реальность. В этой реальности мы могли свободно передвигаться. В этой реальности не было никаких рамок, никаких ограничений. И сейчас, получается, нашу свободу ограничили. Нравится нам то, не нравится, но факт остается фактом. Пришла некая вводная команда в нашу действительность, в нашу реальность, которая во многом нас ограничила, и в результате условия нашего существования, они в принципе изменились. Еще раз повторяю, хотим мы того, не хотим, нравится им это, не нравится, ну, реальность диктует свои условия. Вот какая штука. У большинства людей сейчас возникает напряжение и трудности. Трудности в адаптации, трудности в том, чтобы к этой новой реальности привыкнуть. Это вполне нормальная объяснимая вещь, то есть против этого бессмысленно как-то воевать, как-то переживать по этому поводу. Опять же, динамический стереотип – это выработанная программа. Когда программа нарушается, тут происходит такая вообще вещь, такая история, что мы с вами, ну, находимся, вот опять же языком психологии, мы находимся в состоянии фрустрации, мы находимся в состоянии растерянности, да, происходит когнитивный диссонанс, происходит некое расхождение между ожиданиями и реальностью, и поэтому мы находимся в стрессе. А что такое стресс? Стресс, если мы возьмем классификацию и вообще определение стресса Луис Илье, стресс – это состояние, которое испытывает биологическое существо под воздействием непредвиденных обстоятельств. Да? Вот мы все сейчас с вами стрессуем. Мы все, абсолютно все сейчас с вами находимся в
в таких условиях, в таком состоянии, когда нам объективно плохо. И вот, и стресс, само собой, накладывает отпечатки. В первую очередь, почему нам плохо? Ну, потому что нашу свободу перемещения ограничили, потому что есть некие пределы нашего перемещения, пределы сейчас очень узкие, да, то есть мы ограничены, по сути, собственной квартирой, у кого она какая, у кого-то 30 метров, у кого-то 40 метров, у кого-то 65. И мы вынуждены вот, в этой новой реальности к ней приспосабливаться, мы вынуждены с ней уживаться, по большому счету, да. И вот какая штука. Не все из нас привыкли к тому, что вот на этой территории, постоянно находятся какие-то люди, и, есть некая вынужденная необходимость, нам как-то с ними коммуницировать, взаимодействовать не в том, контексте, как мы привыкли, а то, как надо сейчас. Ну вот, например, да, вот традиционно, как мы все с вами привыкли жить. Мужчина с женщиной просыпаются с утра, позавтракали, умылись, детей поцеловали, младших отвели в детский сад, старших отвели в школу, сами ушли на работу. Весь день каждый занимается своей жизнью, своими делами, то есть младшие в садике, старшие в школе, родители работают на работе, да. Вечером все собираются дома, посидели, покушали, пообщались, посмеялись, все в порядке, все хорошо, да. То есть процесс и вообще время контактирования, процесс коммуникации и время коммуникации в семье было достаточно ограничено, было малым. Его было не так много. С утра чуть-чуть и вечером чуть-чуть. И большую часть времени в течение суток человек был где-то. И это было привычно, и это было нормально. Сейчас реальность изменилась. Сейчас реальность заключается в том, что на территории квартиры находится уже не один человек, а все. И с этой квартиры никуда деться нельзя. Мы находимся как бы вот в этой единой каше, мы в ней варимся, да, и получается, что деться от этого вообще никак не получится. Естественно, любой человек в этой ситуации испытывает стресс, испытывает напряжение. Это нормально, дорогие друзья. Вот я подчеркиваю, то, что сейчас происходит, то, что сейчас всем вам, всем нам непросто, это, это факт, это некий факт. Так, так. Здесь многие пишут, что нет звука, нет изображения. Ну, дорогие друзья, вот вроде как все работает. Я, конечно, не знаю, как оно все будет. В общем, посмотрим. Я думаю, что мы все это выстроим. И вот, у нас Вячеслав Алексеевич, координатор, пишет, что запись вебинара будет в видеозале на сайте Криро по этой же ссылке. Так что, если даже у вас сейчас что-то не работает, то запись мы сделаем, и запись будет. Поэтому все нормально. Так, поехали дальше. Все, продолжаем, работаем. Пишут: все работает. Добрый день. А, так, все, тогда не останавливаемся, движемся дальше. Да, в общем, ребят, дорогие друзья, если будут какие-то технические вопросы, ну, здесь я пока ничего сделать не могу. Э, вот, есть звук, есть видео, все нормально, все пошло. Все, отлично, продолжаем. Итак, продолжаем. Мы имеем с вами некую новую реальность, которая изменилась. Если даже человек был не семейный, если даже человек был вне вот этого микросоциума, в котором он регулярно общался, то есть семья в виде близкого человека, в виде детей, в виде мамы, папы, и если даже человек, получается, находился сам в себе, сам с собой на территории квартиры, то в любом случае у человека была некая свобода. Свобода в первую очередь в перемещении, свобода в смене обстановки и свобода в том, чтобы делать ну, то, что я хочу. Географически перемещаться, идти туда, куда мне хочется. Сейчас появились обстоятельства непреодолимой силы, когда наша с вами свобода ограничена. И под ударом в первую очередь оказались даже не столько даже те люди, которые предоставлены сами себе, а в большей степени сейчас под ударом оказались те люди,
которые находятся наедине со своими близкими. Да, то есть еще раз хочу повториться. Раньше реальность, диктовала нам следующий порядок. С утра покушали, с утра, поздоровались, поцеловали друг дружку, все разбежались. Все ушли, кто на работу, кто в школу, все ушли по своим делам, и есть возможность побыть наедине с самим собой, переключиться на какие-то другие процессы. Сейчас такой возможности нет. Сейчас все мы как в килька в банке, вот, и дети, и родители, все наедине друг с другом, у всех есть необходимость друг с дружкой общаться, и поэтому многие испытывают стресс. И вот сразу вот Жанна задает вопрос: "А это нормально, что нет стресса и чувствую себя дома прекрасно?" Это замечательно, Жанна. Мы вас вот просто это вот за вас надо порадоваться, и вам нужно так вот по-белому, по-доброму позавидовать. Поэтому, если вы справляетесь, классно, вообще здорово. Мы говорим про тех, людей, которые вот действительно объективно дома испытывают стресс. Вот кому сложно наедине с самим собой, тем людям, которым сложно наедине со своими близкими. Сейчас, кстати, даже вот я видел по сети, гулял такой мем прикольный, там мужчина стоит и по видео, и там по телефону ему кто-то говорит: вводится режим карантина. Вариант А: вы сидите дома наедине с женой, наедине со своими детьми, и вариант Б. И мужчина такой в камеру: вариант Б. Да, вариант Б. Точно, точно. То есть там чувак даже не дослушал до конца, но совершенно точно вариант Б. Лишь бы вот, наедине, не сидеть долгое время. А это действительно тяжело, это действительно стресс, потому что это непривычно. Мы привыкли большую часть суток, быть предоставлены самим себе. И находиться, в условиях замкнутого, ограниченного пространства, наедине, со своими близкими или даже наедине с самим собой — это реально тяжело. То есть уяснили, да? То есть стресс, который, испытывает человек во время условий ограничения свободы, в условии ограничения перемещений и в условии вынужденного, регулярного общения со своими родными, со своими близкими, он здорово напрягает всех. То есть стресс в этой ситуации — нормальное явление, абсолютно нормальное. Если у кого-то стресса нет, вообще прикольно, вообще классно, надо за вас порадоваться. То есть, смотрите, стресс возникает вследствие того, что был нарушен привычный динамический стереотип, то есть привычный ритм жизни, привычная реальность изменилась. Человек, оказавшись в новой реальности, испытывает, автоматический стресс. То есть это нормально. Усвоили, да? Здесь как раз вот пишут что-то. Стресс от дистанционной работы учителей. А, У собаки панические атаки, лезет на руки, на кровать, куда нельзя. Ну да, собака-то, конечно. Собака не привыкла, что вы дома торчите. Это естественно, это нормально. Собаку здесь как раз можно понять. И здесь, очень часто как раз и у людей начинаются панические атаки и вообще тревожные расстройства те или иные. Могут, кстати, и фобии развиваться. Может и обсессивно-компульсивное расстройство развиваться вследствие того, что карантин, руки надо мыть и так далее, и так далее. Вот. Стресс от дистанционной работы учителей. Ну, да, конечно, конечно. Опять же, то есть, дорогие друзья, еще раз, стресс в данной ситуации — это нормально, это естественно. Стресс — это объективная реакция нашего организма на что-то такое непривычное, а непривычное для нашего мозга, для нашего сознания — это всегда ситуация небезопасности. То есть, вот есть такая старая притча. Представьте себе, человек сидит вместе со своей собакой на скамейке, а собака скулит. Скулит жалобно, скулит протяжно. Идет мимо прохожий, останавливается и говорит: "Слушайте, уважаемый, а чё это у вас собака скулит, а?" А ему говорят: "Ну, слушайте, все очень просто. Моя собака, она лежит на гвозде". А почему собака не может, встать, пересесть в другое место, я не знаю, со скамейки соскочить на землю, сесть на землю? Почему именно здесь она сидит? Почему она не может встать и скулит, продолжает?
Ну, понимаете, она не настолько сильно испытывает стресс, и она настолько сильно привыкла к этой, скамейке, и настолько здесь вот хорошо. Мы уже 3 месяца каждый день ходим, сидим на этой скамейке, и поэтому она привыкла вот к этому месту, к этой скамейке. А гость вылез, собственно, вчера, и поэтому, ну, она не готова с этого места встать. Вот, примерно то же самое происходит и с нами. То есть мы столкнулись с чем-то таким новым, необъяснимым. Это создает стресс. И, соответственно, вот как та собака, она не готова перейти, в ситуацию, то есть она не готова слезть со скамейки, не готовы пересесть на другое место. Почему? Потому что то место будет дискомфортным, и там будет стресс. То есть, когда мозг сталкивается с реальностью, вот делать то, что привычно, или делать то, что непривычно, он будет выбирать то, что привычно. Потому что то, что привычно, равно безопасно. А то, что непривычно, это равно стресс. Вот теперь внимание. Сейчас все мы с вами оказались в той ситуации, когда непривычно. А непривычно значит небезопасно. И поэтому объективно мы все испытываем стресс. Так, вы здесь много пишете, я пока не буду читать, я потом на это все отвечу. Посоветуйте, как потом, дорогие друзья. Сейчас пока нельзя меня отвлекать, я боюсь сбиться. Итак, разобрались, да? То есть, есть объективные трудности привыкания к новой реальности, и они объясняются просто тем, что мы были не готовы к такому развороту событий. Ну, вообще, в принципе, ко всему тому, что происходит форс-мажорно и вот так вот глобально массово, к этому нельзя подготовиться. То есть стрессовать в этот момент не страшно. Самое главное понимать, что с этим делать. А что делать, мы сейчас с вами дойдем. Мгм. Вот, поехали дальше. Итак, смотрите. То есть мы с вами выяснили, что стресс – это нормально, что стресс, происходящий в семье, вследствие того, что куча людей сразу находится на одной территории и нет возможности друг от дружки деться, и то, что есть определенные перенапряжения, связанные с объективным стрессовым фактором, и плюсом ко всему-то то, что я сейчас вынужден вот с этим человеком общаться. Причем, смотрите, обратите внимание, независимо от того, люблю я, или не люблю, вот я могу до безумия любить своих детей, но мне нужно периодически от них отдыхать. А когда мы находимся друг с дружкой рядом на одной территории длительное время, я объективно начинаю уставать, я объективно начинаю нервничать и стрессовать. Это нормально, это естественно. Поэтому здесь, как раз таки задача такая, а, чтобы не поубивать друг друга и чтобы не развестись, в процессе вот этого карантина. Очень много, кстати, ко мне вопросов поступает и в "Инстаграм", и "ВКонтакте". Что делать? Вот мы тут уже с мужем на ножах, мы тут с женой уже готовы поубивать друг друга, поэтому как мне себя вести правильно? Смотрите, какая штука. Теперь, что делать? Что делать для того, чтобы сохранить семью, сохранить семейные отношения и чтобы, объективно справиться с этим стрессом, с этим тремором и с этим ощущением фрустрации и, такого когнитивного диссонанса, когда мы не понимаем, что вообще происходит, и не понимаем, почему мы стрессируем. Это верно, не поубивать друг друга. Стресс будет на следующей неделе, когда компьютер будем делить. Да, да, да-да-да-да-да-да-да. Смотрите, какая штука. В ситуации, напряжения, в ситуации, когда мы предоставлены друг другу и когда мы никуда не можем друг от друга деться, наша главная задача, самое главное – это выработать правила. Вот я здесь хочу заострить ваше внимание. То есть, если вы хотите сохранить нормальные ресурсные отношения в семье в период карантина, в период так называемой самоизоляции, нам всем необходимо выработать правила. Ну, например, очень важно, вот это первое, я хочу остановить ваше внимание, очень важно выработать и определить а, в, вот в этих самых правилах, кто где находится. Вот чисто географически, технически по карте квартиры. Это может показаться смешно, но это очень-очень важно.
Мы не можем общаться 24 часа в сутки друг с дружкой. Мы не можем бесконечно друг друга выслушивать. Мы не можем постоянно находиться в контакте. То есть объективно напряжение будет расти гнев, будет расти страх, будут появляться претензии необоснованные, и неизбежно будут конфликты. Поэтому надо выработать правила. Ну, самое простое. Надо прямо прописать, на бумажечке, потом эту бумажку повесить на холодильник, то, где каждый находится. Вот есть же у каждого члена семьи свое любимое место, своя зона. Вот. У кого-то это кухня, у кого-то это диван, у кого-то это кровать, у кого-то это игровая комната, у кого-то это еще что-то там, да. И здесь, нужно действительно разработать такой универсальный список правил, который будет определять наши личные границы, физические границы. Это в первую очередь, это важно. То есть определить физические географические границы, да, обитания каждого члена семьи. Кто где находится, кто где, у кого условно есть свой домик и своя безопасная зона, куда можно уйти и спрятаться. Это действительно важно. То есть каждому человеку нужно понимать, вот где условно то местечко, где я могу сесть, и меня точно, совершенно точно никто не будет трогать. Поэтому на листочке напишите, нарисуйте, у кого, будет какая зона, какое место в квартире, и этот человек будет эту зону занимать, и другие не будут большую часть времени претендовать на эту зону. Вот это надо написать и повесить на холодильник, либо на обратной, ну, там, с обратной стороны двери туалета. Да, вот когда человек сидит, что ему делать? Вот он, нет, сейчас не в стенку смотрит и не книжку читает, сейчас же все в телефонах, да. Вот. Тогда сделать универсальные правила в телефоне, допустим, и сделать рассылку по семье, сделать общий чат. Вообще очень классно, кстати, офигенная идея, когда люди делают совместный чат. Вот, допустим, в семье двое детей, 8 лет, 15 лет и мама-папа, ну и может быть еще бабушка. Сделайте общий чат. Зачем? Чтобы адекватно друг с дружкой общаться, чтобы друг другу не выносить мозг и чтобы были личные границы. Это надо, это важно. Поймите, пожалуйста, правильно. Мы все не железные, мы все друг от дружки устаем. И как бы я не любил свою жену, иногда я от нее хочу отдыхать, как и она от меня, как и дети от меня хотят отдыхать. Поэтому выработать правила, определить границы обитания, границы комфортных зон, и никто на эти комфортные зоны без разрешения не посягает. У нас есть семейный чат. Прекрасно, Марина. Здорово. Мы это делаем в WhatsApp вечером. Екатерина пишет. Прекрасно, вообще замечательно, вообще молодцы, супер. То есть первое, поняли, да, определились границы. Границы и еще раз границы. Границы вообще бывают трех видов. Физические границы, эмоциональные границы и ценностные границы. Ну вот последние два, это мы с вами разберем, может быть, чуть попозже. Сейчас пока не об этом. Это не выход для семьи с маленькими детьми. Детям 1,7 и 3 года. Что посоветуете? Мои границы постоянно нарушены. Прекрасно. Спасибо большое, Екатерина, что спросили. Действительно, деткам не объяснить, детки не понимают, что такое границы, они все время эти границы будут нарушать. Для того, чтобы у мамы тоже было свое, вот, то есть вот смотрите, первое – это физические границы, второе – это время. Время работы, время тишины и время отдыха. И время, когда мы все вместе общаемся. Вот это тоже надо позафиксировать и прописать. Вот касательно Екатерины, что она задает вопрос по поводу детей маленьких, нужно четко с мужем прописать, когда с детками занимаюсь я, а когда, мой дорогой, занимаешься ты. И прямо зафиксировать это в графике и забить это в график. То есть границы физические первое, второе, да, это временной график. И вот в этом временном графике нужно определить время работы, время тишины, время общения, коммуникации и время контакта с детьми. Вот это очень-очень важно.
То есть, опять же, здесь я не буду вам говорить, какие правила лично вам вырабатывать. Это нужно в процессе обсуждения, в процессе какой-то договоренности, в процессе коммуникации. То есть берете всех своих родных, сажаете вечером на кухню и вот дорогие друзья, у нас сегодня брифинг, да, семейный брифинг, семейное собрание, такая планерка важная, да. У нас на повестке дня там вот такой вопрос. Надо определиться, в какое время мы будем кушать, в какое время мы будем общаться, в какое время я занимаюсь детьми, мой родной, а в какое время ты, мой дорогой, мой родной, занимаешься детьми. Мгм. В какое время, опять же, мы собираемся, болтаем и общаемся, а в какое время мы молчим. Вот, это важно. Так, не понимаю, как можно раздражаться, где трое маленьких детей. Ну вот, прекрасно, что вы умеете не раздражаться, но, пожалуйста, не перекладывайте свои модели поведения на других детей. А, так, так, дорогие друзья, если будет какой-то негатив, я даже отвечать не буду. Если есть какая-то объективная критика, пишите. Если есть просто ваше возмущение, я даже читать это не буду. Вот, поэтому разобрались. Понятно, да? Первое, личные границы. Второе, определимся то, что нужно действительно разработать прям временной график. Кто, где, как, с кем общается. Это важно. Теперь следующий аспект. Это вот мы сейчас с вами поговорили о том, как, собственно, сохранить эмоциональное здоровье в семье и как не развестись. Понятное дело, это общие вопросы. Понятное дело, это не решает общую картинку. Понятное дело, как бы это вот то, что я могу сказать общо и для всех. Но у каждого будут свои правила. У каждого будет какой-то свой индивидуальный список, приклеенный на холодильник, да, либо свои какие-то важные тезисы, закрепленные постом в чатике в семейном. Но главное, к чему я вас призываю, вот с семьей надо собраться и обсудить эти правила. Это важно. Без этого вообще никак. Без этого, ну просто мы действительно будем пропадать и будем друг друга съедать. Это действительно важно. Ам, То есть для того, чтобы эти самые правила выработать, нужно как раз-таки общаться. Вот, кстати, замечательная штука. Сейчас, по сути, в период карантина, в период самоизоляции, есть, такая прекрасная у нас с вами возможность навести порядок в собственной семье, научиться правильно общаться. И вот здесь дорогие друзья, я обращу ваше внимание. Все, что сейчас будет лезть на поверхность, все те трудности в общении, все то напряжение, которое пойдет, вот эти все претензии, это как раз таки будет как маркер, как лакмусовая бумажка того, что вот эти вопросы, они у вас не проработаны, и то, что они у вас есть. Вот. Я думаю, понятно, да? Вопрос мы разобрали, то есть общаемся, договариваемся, вырабатываем индивидуальные правила для своей семьи. Нет универсальных здесь правил, они будут ваши лично, но надо их выработать. Вот. Мы часто играем в лото. Прекрасно, замечательно, вообще классно. Но правила действительно... Прошу прощения, что-то у меня все вылетело. Я извиняюсь, дорогие друзья. Что-то оно, да. Так, комментарии пошли. В современном мире люди разучились общаться. Все на уровне «доброе утро», «спокойной ночи», плюс в промежутке что-то. А дети и так из телефонов не вылезают, так еще и общаться на уровне гаджетов. Неужели не о чем поговорить в кругу семьи? Да, действительно. И вот как раз смотрите, важный момент. Сейчас есть возможность вот это самое общение, его, его выстроить. И сейчас есть возможность как раз потренироваться. То есть я сейчас не буду говорить какие-то индивидуальные правила, универсальные правила для всех. И вы, пожалуйста, дорогие друзья, тоже... Так, у нас тут пишут, что все пропало, все исчезло. Нет связи. Нет связи, да? Я потому что вроде как включил. Восстановилось? Напишите мне сейчас, дорогие друзья, есть видео или нет. Есть? Все нормально? Ага, ага. Все.
Все, кто-то пишет, что все пропало, шеф, все пропало. Вот. В общем, ладно, все вернулось. Так, в общем, смотрите еще раз. Ситуация изоляции, ситуация, вынужденной замкнутости, она, как раз таки, вот посмотрите, это важный момент. Можно воспринимать ее по-разному. Можно воспринимать ее как некий период боли, период напряжения. Ой-ой-ой, какой кошмар, ой-ой-ой, ужас-ужас. А можно немножко перестроить свои когнитивные конструкции, можно и, изменить, ход направления мысли и подумать, а в чем здесь выгода? А в чем вообще в этой ситуации есть сила и ресурс? Вот в чем польза всей этой ситуации для меня и для моей семьи? Так, у нас снова пишут, что нет, звука, нет видео. Ну, не знаю, дорогие друзья, вроде как все вроде появилось. Не знаю. В общем, смотрите, я прошу вас, попробуйте обратить свой взор, обратить свое внимание не на то, чем вас лишили, э, в чем ограничили и, в чем действительно вы сейчас чувствуете себя ущербным. Попробуйте посмотреть на эту ситуацию с точки зрения того, а в чем сила данной ситуации, а в чем смысл данной ситуации, чему я могу важному, да, чему я могу важному научиться в этой ситуации, что я могу такого сделать, чтобы общение в моей семье стало лучше. Что я могу сделать такого, чтобы действительно, чтобы чуть-чуть поправить ту семейную систему, которая вот у меня сейчас образовалась. И вот действительно, тут как раз таки пишут, вот Оксана пишет, родители могут посмотреть, чем же занимаются их дети. Вот Татьяна пишет, в конце дня мы с сыном собираем пазлы, очень успокаивает дома тишина. Действительно, сейчас есть уникальная возможность посвятить время и себе, и своим близким. Если у вас были какие-то проблемы, они сейчас вскроются, неизбежно. Ну, потому что ситуация такая. И вот вместо того, чтобы переживать по поводу наличия этих проблем, этих трудностей, попробуйте на эти трудности, на эти проблемы посмотреть под другим ракурсом. Это не боль, это не трудность, это не плохо, это не значит, что ужас, ужас, кошмар, кошмар, все пропало, шеф, да. Это значит, что вот она как раз зона, в которую нужно погрузиться и ее отработать, посвятить ей время, посвятить ей силы, навести порядок, и, сделать так, чтобы эта зона из зоны боли превратилась, в ресурсную зону. Как аргументировать, если папа раздражен на детей, якобы мало пространства, 5 человек в двушке, из них трое детей? Работать с папой, объяснять папе на его языке, спокойно. Попробуйте в первую очередь, раздражение папы понять. Не осуждать его со своей стороны, да, а понять, раздражение папы. То есть ему тоже тяжело. Он привык с утра до вечера находиться на работе, он не привык к тому, что вот 5 человек в двушке, из них трое детей, и, всем постоянно все что то бегают, суетятся, кричат, да. Вот опять же, пропишите, пожалуйста, четко, правила, э, границы каждого человека и периоды общения, периоды тишины. И кто, как, в каком формате, в каком порядке взаимодействует друг с дружкой. Определите, это важно. Это может показаться глупостью, но это действительно важно. Я, дорогие друзья, на этом настаиваю. Опять же, как вы это определитесь, вы решаете сами. Но вот опять же, попробуйте с папой поговорить. Если не получается у вас донести до папы, найдите того человека, кто реально объективно является для него авторитетом. И попробуйте через этого авторитета. Может быть, это его отец, может быть, это его друг, может быть, это его коллега по работе, с кем вы хорошо общаетесь. Найдите авторитета и через этого авторитета попробуйте папе эту информацию передать. Просто к авторитетному лицу он отнесется более внимательно, более серьезно, да. Сегодня родитель звонила, жаловалась, что не только у родителей стресс, но и детей. Раздраженные ежики. Не трогайте нас, идите в свой угол, занимайтесь своими делами. И детей здесь тоже можно понять. Дети очень болезненно воспринимают вообще все эти процессы. Более болезненно, чем взрослые. У детей вообще все обострено.
обостренно, как это сказать, не знаю, правильно. Кто тут филологи, поправьте меня, пожалуйста. А мы с ребенком делаем лягушек из бумаги каждый день по лягушке на каждый день карантина. Во, классно! Вообще супер. Вот теперь смотрите, еще одна важная вещь. Вот воспользуйтесь рекомендациями, советами друг друга. Найдите какое-то интересное общее дело, в которое будут погружены все. Ну, либо не все, а максимальное количество вот, участников семьи. При самоизоляции, считаю, необходимо не нарушать график, соблюдать режим дня, прочитать, наконец, книги, до которых не доходили руки, заняться спортом, уйти из соцсетей. Там сплошной поток негативной, непроверенной информации. Классно, Артем, спасибо большое. Вообще отличные рекомендации, советы. Да-да-да, я полностью присоединяюсь на 200% к этому. Надо предлагать детям не только развлечения, а работу. В первую очередь работу: вымыть, убрать, отремонтировать, разложить, подмести, отутюжить. Татьяна, спасибо большое. Да, это важно, но а, вот какая штука. Детям нельзя навязывать. Попробуйте превратить все эти вот процессы в игру. Надо, чтобы дети научились воспринимать то, что вы им даете, вот в формате пользы и не просто принуждения какого-то, да, а чтобы они в этом объективно научились видеть смысл, чтобы они научились в этом видеть, ресурс, пользу и не сопротивлялись этому. Так что да. То есть, вот опять же, период самоизоляции, период карантина — это потрясающая возможность заново научиться общаться со своими близкими, со своими родными, с мужем, с детьми и так далее, и так далее. Вот, то есть вот такая история. Так, давайте все вопросы, которые непонятно, то, что есть, спрашивайте, задавайте, будем здесь прояснять. Потому что я-то двигаюсь по своему графику, по своему плану, да, и мне нужно то, что вас интересует. Мы лепим пельмени, вареники вместе, а потом все съедим. Вообще классно, вот, вот. Но вот какая история. Вам нужно, дорогие друзья, опять же, вовлекать в игру, вот в эти действия, в эти дела детей не принуждением, а сделать так, чтобы они сами к этому пришли. То есть создать им. Я каюсь, я сам периодически делаю ошибки, я сам периодически начинаю давить на своих детей, я сам периодически начинаю срываться. Ну, все мы люди, все мы из мяса, из костей сделаны, все мы грешные, как говорится, и что же делать? А мы с семьей, Наталья пишет, а мы с семьей и воспитанниками участвуем в онлайн-курсах и марафонах. Здорово, вообще классно. Не согласна, ты пишет Татьяна. Я многодетная мама, теперь уже давно бабушка, работает только работа, внук занимается, развлекается, уже из шанги сам печет. Классно. Если он это делает, значит, он видит в этом смысл, значит, вы смогли его в этом увлечь, значит, он идет на это с радостью. Значит, нужно как раз-таки, да. В общем, подключайте, подключайте. Так, Татьяна Пантелеева, можно ли попасть к вам на прием? Если да, то как? Да, конечно, можно, само собой. Э, Давайте я в конце немножко озвучу, вот ближе к концу нашей связи, как конкретно ко мне попасть на прием. Может, даже и контакты свои оставлю. Вот, так, еще вопросы. Эмоциональная устойчивость у некоторых из нас зашкаливает даже сейчас в прямом эфире. Все пропало, шеф. Ну а что делать? Это нормально. Это ничего страшного. Понимаете, опять же, моменты срывов, моменты стресса — это нормально. Самое главное, как мы на это реагируем, как мы можем с этим справиться. Вот. Никто не призывает нас быть роботами и не реагировать. То, что реагируем, это нормально. Самое главное — понимать, как с этим работать. Мгм. Мы одеваемся в повара, готовим какие-нибудь вкусняшки по желанию домочадцев, на ночь читаем книги, делаем уроки. Супер, здорово, Ольга. Стресс от ситуации неопределенности и перехода на работу онлайн. Приходится обрабатывать, переваривать гораздо больше информации, чем в привычной жизни. Вот, да, это Бондаренко Галина вопрос направила. Спасибо, Марина, что передрисовали. Да, дорогие друзья, смотрите, стресс объективно еще связан у многих людей с тем, что, опять же, та новая ситуация, в которой мы оказались,
тот новый спектр задач, который нам предстоит сделать, он объективно, ну, несмотря ни на что, несмотря ни на какие наши потуги, он просто будет вызывать стресс. И это нормально. Наша главная задача сейчас просто это делать и к этому адаптироваться. Медленно и постепенно адаптируйтесь. Самое главное, во-первых, не переживайте по поводу того, что стресс у вас, то, что вы стрессируете, это нормально, как уже разобрались, да? И второе, постарайтесь просто делать то, что вы делаете. Медленно, потихонечку и методично. Здесь очень важно соблюдать перерывы. Если вы начинаете какое-то новое дело, которое вам непривычно, давайте себе отдых. Соблюдайте правило 40-10. Даже, наверное, 30-10. То есть 30 минут работаете, 10 минут отдыхаете, 30 минут работаете, 10 минут отдыхаете. Потом постепенно нагрузку можно увеличивать. Так, у кого-то связь появилась. Ура, ура. Так, посоветуйте, как реагировать на стресс дистанционного обучения, как справляться. Вот опять же, да, такой дистанционное обучение требует много времени, справимся. Да, конечно, справитесь. Дорогие друзья, вы в любом случае справитесь, это неизбежно, это нормально. Самое главное, вот понимаете, дорогие друзья, не требуйте от себя слишком многого. Примите факт того, что вам непривычно и вы стрессуете. Это нормально, это естественно, вы живые люди. То есть дайте себе время, дайте себе возможность адаптироваться. Чтобы выработалась новая привычка, нужно в среднем 60 дней. Вот обычно в умных книжках пишут, что 21 день – ерунда. 21 день нужно только для того, чтобы вы просто более-менее поняли, как это работает и что делать. Да? Чтобы полная адаптация произошла, полная так называемая аккомодация, нужно примерно 60 дней. Вот. То есть стресс дистанционного обучения, реагируйте, соглашайтесь с этим. То есть, да, я стрессую, не боритесь с этим, не сопротивляйтесь. Да, я стрессую. И давайте себе возможность отдыхать, давайте себе возможность немножко делать паузы. Так, думаю, разобрались. Итак, еще один важный аспект. Как сохранить эмоциональное здоровье вот в период карантина? В умных книжках пишут от 20 до 40 дней. 60, не 20 и не 40, 60. Почему 60? Потому что 60 дней – это тот срок, 2 месяца, тот срок, за который вырастают новые синаптические связи между нейронами. То есть вот у нас есть раз нейрончик и два нейрончик. Между ними дендрит с аксоном тянутся друг с дружки и возникает синапс. То есть вот эта щель синаптическая, да, то есть ниточка такая, синаптическая связь. То есть за 60 дней формируются устойчивые связи. То есть, что такое синаптическая связь между нейронами? Это как раз-таки формирование новой привычки. Поэтому примерно 60 дней. То есть просто не требуйте от себя слишком многого. Дайте себе время на адаптацию. То есть, условно, разрешите себе стрессировать, разрешите себе испытывать дискомфорт и не требуйте от себя слишком многого. То есть, условно, полюбите себя и примите даже тот факт, что вы стрессуете. Это нормально. Вот. Поехали дальше. Очень важный аспект касательно того, чтобы тоже сохранять спокойствие. Надо научиться соблюдать информационную диету. Вот смотрите, дорогие друзья, вот в наше непростое время сейчас, которое объективно происходит, в котором мы живем, да, все меняется, все течет, огромное количество информации, по телевизору говорят одно, в соцсетях куча информации, то, что власти скрывают, и то, что вот там жертв коронавируса гораздо больше, то, что там больницы переполнены, то, что там, я не знаю, уже где-то в Саратовской области там в мешках, в грузовиках вывозят. Когда люди начинают постить эти новости, у меня возникает один простой вопрос. Зачем? Вот зачем вы это делаете? Вот какой в этом смысл? Это действительно поможет справиться со стрессом или это только увеличит стресс? Вот для чего люди репостят эти новости и для чего они копаются в этом во всем?
Ну, ответ на самом деле, как всегда, достаточно простой. Почему они это делают? Они таким образом увеличивают свою иллюзию контроля. Им кажется, что чем больше они будут знать, тем больше у них возможность контролировать происходящий процесс. Это вот как, например, человек, ничего не понимающий в экономике, ничего не смыслящий в глобальных процессах, ему кажется, что если ежедневно мониторить цены на нефть, и вообще курсы акций, там, фьючерсов и все такое прочее. Ему кажется, что он таким образом себе поможет, как-то себя защитит, как-то себя обезопасит. Нет, вот я настаиваю, нет. Иллюзия контроля, она и является именно иллюзией. То есть вы не сможете контролировать все. Контролировать нужно только то, что объективно зависит от вас. Вот есть очень простая техника. Возьмите листок бумаги, поделите его напополам. С правой стороны, ну, ручкой проведите линию, да, и вот у нас есть левая половинка и правая половинка. 2 столбца получилось, да. С левой стороны напишите, "Я могу контролировать", многоточие, и с правой стороны напишите "Я не могу контролировать". Это вот еще Фома Аквинский говорил: "Господи, дай мне, мудрости понять, на что я влияю и на что я не влияю, и дай мне сил и ума отличить первое от второго". Вот это важно. Научитесь четко для себя определять и дифференцировать, на что вы можете оказать влияние, на что вы не можете оказать влияние. Если вы будете пытаться выстраивать вот этот невротический гиперконтроль через вот эти все безумные попытки читать новости, репостить какие-то вот там заголовки, а власти скрывают, вот эти вот расследования журналистов, ах, на самом деле все не так. Зачем? Какой в этом смысл? Ну зачем вам это надо? Вам кажется, что вы должны все знать. Вы не сможете все знать, потому что вы не специалист. Даже врачи вам скажут, что объективно надо знать ту область, ту сферу, в которой ты профессионал. То есть, если я эндокринолог, мне не надо лезть в ортопедию. Если я кардиохирург, в нейрохирургию. Никакого смысла лезть не надо. То же самое, если вы живете в семье, вы бухгалтер, либо вы предприниматель, либо вы преподаватель в школе, зачем вам вся эта безумная статистика по России и по миру, количество зараженных, количество смертей от коронавируса и вообще вот этот тезис власти скрывают? Ну зачем вам это? Вы себе поможете таким образом? Вы действительно себе выровняете эмоциональное состояние или вы себя только еще больше растревожите, наделаете глупостей? Да? То есть вот самое дурацкое, что может происходить на корабле во время шторма, это паника. Вот спросите любого морехода, спросите любого человека, который хоть раз выходил в море, даже на яхте. Самое дурацкое, что может происходить, это паника. Чем больше вы поглощаете информации, тем больше вы нервничаете, тем больше паника, тем больше вы распространяете эту панику на своих близких и родных, и тем больше уровень стресса. И у вас, и у родных, и у близких, и у знакомых. А, Эльмира пишет: "Как же вы правы, не могу это донести до своих родных". Значит, дорогие друзья, берем ручку, берем бумажку. Давайте, берите, 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 берите. Все. Берите ручку, берите бумажку. Все берите ручку, бумажку. Все. Огрызок газеты, открывайте записную книжку в телефоне и запишите один волшебный вопрос, который вам нужно задавать самому себе, самой себе и своим близким. Взяли. Молодцы, супер. Во. Пишем большими буквами, крупно, выделить, подчеркнуть несколько раз. Один простой вопрос. Зачем? Вот запишите. Зачем? Вот эта простая техника, родом она из Греции, родом она от софистов, от Сократа, от еще других мыслителей. Диоген Лаэртский очень часто использовал данную технику. Вот просто один вопрос. Зачем? А теперь внимание.
Когда человек начинает что-то делать, например, начинает рассказывать: "А ты знаешь, а в Брянской области-то вон мне подруга скинула там кадры". Спросите: "Зачем ты сейчас это делаешь? Зачем ты сейчас это читаешь? Зачем ты мне это показываешь? А зачем ты сейчас вот делаешь репост этой записи? А зачем ты мне позвонила? Зачем? Какой смысл? Для чего? Что ты хочешь этим самым сделать?" А теперь внимание. Вот этот вопрос "зачем?", его нужно, опустить на 5 уровней вниз. То есть, ну вот условно, вам, подруга говорит: "А ты знаешь, тут сообщество врачей, профсоюз врачей в Москве, который Навальный курирует, да, они вот тут везде пишут, что цифры зараженных коронавирусом занижены. То, что на самом деле у нас высокие цифры. Ты знаешь, какой ужас!" Вы подойдите к этой подруге и спросите: "Ты сейчас зачем вот это все смотришь? Зачем ты сейчас мне все это говоришь? Какой смысл в этом?" И вот она спрашивает, точнее, она говорит: "Ну как, ну надо ж знать". "Зачем тебе это знать?" "Ну как для чего? Ну как, для чего? Ну надо ж знать". "Зачем тебе это знать? Зачем? Вот какой смысл в этом?" "Ну, потому что власти скрывают, а мы должны быть осведомлены". "Зачем тебе, спрашивайте дальше, зачем тебе быть осведомленной во всем? Вот хорошо, 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 даже если это правда, даже если это правда, вот скажи, зная эту правду, в обществе будет спокойствие или паника?" Вот задайте ей такой вопрос. Ну, наверное, паника. Соответственно, вот эта новость, вот эта информация, она тебе сейчас и мне, и тому, кому ты рассказываешь, она помогает или вредит? Вот, вот эти вопросы, вот казалось бы, простые, да? Попробуйте человеку, сеющему панику, эти вопросы позадавать. То есть вместо того, чтобы переубеждать человека в чем-то, научитесь строить сетку наводящих вопросов для того, чтобы человек включал голову. Зачем? Для чего? Какой смысл? Какова задача? А вот то, что ты делаешь, то, что ты мне сейчас это говоришь, мне от этого будет хорошо или плохо? А тебе от этого будет хорошо или плохо? То есть позиция маленького человека более выгодна. Оксана, давайте честно, мы все маленькие люди. Даже Путин, он маленький человек. Даже Трамп маленький человек. Кто там еще у нас есть? Не знаю. Какой-нибудь президент Бразилии, он маленький человек. В масштабах глобальных процессов эти люди мало что решают. Есть некая иллюзия. Если я буду знать абсолютно все, я буду там, да, там, я смогу как-то повлиять. Ну, задайте себе вопрос, объективно сможете повлиять? А что вы сможете сделать? Вот условно, я там, я преподаватель русского языка в Книжпогосте. Зная то, что происходит в Москве, ну как я смогу на это повлиять? Как я смогу уберечь мою семью? Ну как? Самое лучшее, что я сейчас могу делать во всей этой истории, во всей этой ситуации, это сохранять эмоциональный контроль и вот именно ментальное спокойствие. Потому что чем больше я начинаю себя накачивать вот этой информацией, тем хуже мне становится. Так все просто, если задуматься. Ну, конечно, все на самом деле очень просто, дорогие друзья. Зачем? Один простой вопрос. Зачем? И это ведь, понимаете, это не новое. Это эти техники, вот эти линейки вопросов, они существуют уже там много-много тысяч лет. Зачем? Для чего? То есть еще раз, задаем простые наводящие вопросы и уводим человека на 5 уровней вниз. Вот ты сейчас делаешь это. Зачем? Чтобы контролировать, чтобы знать. А зачем тебе это знать? Для чего? Что ты с этим будешь делать? Ну как, я смогу сориентироваться. А ты точно сможешь сориентироваться, да? А что ты сможешь сделать? Ну расскажи, расскажи мне. Хорошо, ты это будешь знать. Что ты будешь делать? Я соберу детей в охапку и увезу. То есть твои действия, вот как ты думаешь, они будут рациональными или эмоциональными? Наверное, эмоциональными. Ага, соответственно, ты действительно поможешь своей семье или ты, велика вероятность, сделаешь глупость?
Наверное, велика вероятность, что глупо сделаю. А помогу? Не знаю, не факт, не факт, не факт. То есть поймите правильно, дорогие друзья, здесь как бы опять же самый главный тезис, который вот я сегодня до вас хочу донести: включаем голову, учимся мыслить трезво и рационально. А чтобы мыслить трезво и рационально, надо научиться самому себе и окружающим задавать вопросы. Вопросы, которые, ну, проверяют, действительно ли есть смысл вот в том, что мы говорим, что мы делаем, что мы репостим и что мы транслируем. М. А, вот, так, вопрос. СМИ явно не задаются вопросом «зачем?». Никто не просеивает, отсюда рост напряжения. Теперь смотрите, любое СМИ – это машина пропаганды. Я думаю, вы это знаете, да? Машины пропаганды в пользу тех, кто владеет деньгами. Это только в Советском Союзе СМИ выполняли функцию государства. Только в Советском Союзе снимались действительно не те фильмы, которые продаются, а те фильмы, которые правильно делать, да, дабы формировать личность. Только у нас в Советском Союзе снимались действительно передачи для детей, СМИ формировали хорошие передачи про животных, про развитие человека, про физику, про начало матанализа. Там был журнал «Наука и техника», да, рассказывалась психология простым языком. Сейчас у нас победивший капитализм. Капитализм ориентируется только на одной главной задаче – деньги. Поэтому СМИ, любое СМИ – это машина по привлечению внимания, это машина по обработке информации и по привлечению электората. Для чего? Для того, чтобы электорат потом куда-то направить, чтобы они что-то делали. То есть, условно, любое СМИ заинтересовано только в том, чтобы выполнять волю тех, кто это СМИ обеспечивает деньгами. Здесь просто надо понять, кто бенефициар, да, кто заказчик, в чьих выгодах это интересно. Ну, а заказчики – это большие транснациональные компании и вообще все вот эти вот крупные держатели денег. А им выгодно, что мы были в панике. Почему? Потому что человек, когда в панике, им очень легко управлять. Он будет потреблять то, что нужно, он будет бежать туда, куда нужно. Поэтому СМИ вообще не надо верить. Тренируем голову, тренируем критическое мышление, критически трезвый взгляд на реальность, на окружающие процессы и не верим СМИ. Не надо верить СМИ. Сейчас объективно, вот касательно коронавируса, есть только один единственный источник информации, которым надо верить. Это Всемирная организация здравоохранения, ВОЗ. Да? Там приводится статистика, там приводятся факты, там приводятся ну, какие-то действительно важные постулаты, которые нам важны, нам нужны. Поэтому ВОЗ. Все, что говорят какие-то блогеры, какие-то трансляторы идей, ой, а вы знаете, власти скрывают, а у нас на сердце, а у нас там вот какая-то вот тут ерунда в стране происходит, а мы-то с вами не знаем. Ну и чё? Ну, узнаем. И чё мы сможем сделать? Вот давайте честно. Не, если вот кто-то из присутствующих здесь есть министр здравоохранения, и если он не владеет информацией, тогда да, тогда большой вопрос. Но если мы с вами не министры, если, то есть условно, давайте четко дифференцировать то, на что мы можем повлиять, а, и то, на что мы не можем повлиять. И вот как раз, Наталья, классный комментарий. Можешь изменить ситуацию, измени ее. Не можешь, измени отношение к ней. Все правильно, все верно. Есть вещи, которые в зоне нашего контроля, есть вещи, которые вне зоны нашего контроля. И надо четко научиться отделять первое от второго. То есть, еще раз, листок бумаги делим пополам. С одной стороны пишем «я могу контролировать», и с другой стороны пишем в другом столбике «я не могу контролировать». Вот пропишите себе четко эти два столбика, вот заполните их и попробуйте себе четко ответить на них. Ну зачем мне знать, допустим, все эти фьючерсы, все эти акции, все эти ваучеры? У вас сейчас есть гораздо более важные вещи. Это муж, это ребенок, это мама, это вы, это жена, это старшая дочка, это сестра, у которой проблемы. Вот занимайтесь вот этим, займитесь собой. То есть сейчас как раз-таки прекрасная возможность заняться самообразованием, заняться наведением порядка в личной системе правил.
А, вот так, а ниже вопрос зачем? Ну вот, да. Не писали правду, берегите психическое здоровье населения. Вот действительно очень важно именно вот сохранение психического здоровья. То есть смотрите, вот кстати, да, вот это безумное количество новостей от СМИ сейчас как раз таки, очень хорошая возможность потренировать в себе вот это самое критическое мышление, да. То есть вот, это когда еще, Софокла спросили, чем умный человек отличается от глупого. Он ответил одной фразой: "Умный человек умеет сомневаться". Да? Все очень просто. То есть, нам нужно научиться сомневаться. Сомневаться в той, информации, которая до нас идет. Сомневаться в тех фактах, которые до нас доходят. И верить только объективным фактам, только объективным доказательствам. Нет, мы, конечно, не говорим про то, что надо стать Фомой неверующим, но определенный скепсис и критика по отношению ко всему — вот это важное качество умного человека. Поэтому научитесь, дорогие друзья, включать голову и правильно работать со входящей информацией. Не надо всему верить. СМИ ставят главную задачу — не просветить нас с вами, а сделать нас с вами удобными. Удобными для управления и удобными для потребления. Потребления информации, потребления продукта и так далее, так далее, так далее. Не надо вообще. Вот, то есть вот относитесь ко всему с долей иронии, с долей критики, с долей скепсиса. Верить надо только вот этой штуке. Всему остальному верить, ну, так. То есть учитесь сомневаться, учитесь искать зерно истины. Здесь, надо вспомнить просто слова Сократа: "Я знаю только то, что я вообще ничего не знаю". То есть я ничего не знаю. И вот сомневайтесь. Мгм. Итак, хорошо, про трудности, в привыкании к новой реальности мы поговорили. Напряжение в семье неизбежно, чего, почему — поговорили. Тревога, напряжение, информационная диета — поговорили, да, поговорили, хорошо. Главные правила общения с семьей во время карантина — поговорили. Соблюдение границ, почему это важно — тоже поговорили. Итак, в принципе, на основные вопросы я ответил, которые у нас сегодня были запланированы. Вот еще очень важно, до каждого я хочу донести один простой месседж. Э, Попробуйте сейчас сделать акцент именно на себе. Питание, физическая активность, спорт. Вот опять же, на сайте, Всемирной организации здравоохранения есть очень классные, очень хорошие, рекомендации. Как сохранить себя в период, карантина, да, в период самоизоляции. Вот, то есть спорт, движение, активность, сон, водные процедуры, питание и общение. Еще раз я настаиваю, общение — это очень важно, но плохо, когда его мало, плохо, когда его слишком много. Ищем золотую середину. А для этого в формате семьи установите правила, правила и ограничения, когда мы общаемся, когда мы не общаемся. Понятно, да? Если, человек живет один, что делать? Опять же, период тишины — да, но при этом запланировать достаточно большое количество видео и телефонных звонков. Не общение в сети при помощи переписки в чатах, да, это кастрированное общение. Общение именно онлайн через, восприятие, образа, мимики, голоса, то есть подключение, вербальных, паравербальных, и невербальных, акцентов общения. Поэтому, да, все, кто живут одни, обязательно звоните, обязательно общайтесь. Если даже так получилось, что вам некому звонить и не с кем общаться, полно ресурсов, где можно пообщаться, ну, просто так, да. Ну, например, есть чат-рулетки, есть, огромное количество сообществ, где можно выйти на связь, э, с гражданами Франции, с Германии, с Австралии, с Бразилии, с Португалии, много таких самых разных ресурсов. То есть, условно, да, если вы живете одни, не будьте одни. Если вы испытываете тревогу, тремор и напряжение,
А, Погружайте себя в общение, но не через чаты, а именно, еще раз делаю акцент, чаты и переписки — это кастрированное общение, оно неполноценное. Вот, простите меня за резкие фразы, но я думаю, это понятно, да? Вот Татьяна поддерживает классное выражение. Согласна, мне тоже нравится, спасибо. Вот, в общем, общайтесь через аудиозвонки и через видеосвязь. Благо сейчас у нас интернет стабильный, с интернетом все в порядке. Общайтесь, общайтесь, общайтесь. Не будьте одни. Так, Илья, кто вы по профессии? Я психолог, психолог-аддиктолог, специалист когнитивно-поведенческого подхода. Работаю с неврозами, с депрессией, работаю с наркоманами, с алкоголиками. Очень много работаю с подростками и с семьями. Как можно к вам по личным вопросам попасть? Да, дорогие друзья, надо где-то, наверное, мне написать свои контакты. В общем, пишите мне, пожалуйста, в личку ВКонтакте, то есть найдите меня там Сыктывкар, Илья Соболев. Есть... Так, нет звука, звук куда-то пропал. Ну, у нас вроде как звук есть. Вот. В общем, пишите мне, пожалуйста, ВКонтакте, пишите мне в Инстаграм, в Директ. Можно мне писать в WhatsApp. Надо просто мне здесь свои контакты тогда где-то закрепить, чтобы была возможность ко мне обращаться. Да, я веду индивидуальный прием, веду личный прием, веду, получается, прием по скайпу, по вайберу, по WhatsApp, по видеосвязи. Ну, сейчас в условиях карантина я принимаю только онлайн. Спасибо, было очень позитивно, интересно, эмоционально. Спасибо вам, спасибо большое. Я одна, поэтому общаюсь именно через видеосвязь. Вот, общайтесь как можно больше, не будьте, пожалуйста, одни. Условно, некоторые делают даже так. Кушают, ставят напротив телефон, и там напротив кто-то там, ну, какой-то человек, друг, родственник, знакомый из соседнего города, просто человек по случайной переписке, сидят, кушают, общаются, и нормально, и хорошо. И прекрасно. Так что вот так. Хорошо, дорогие друзья, всем большое спасибо. Будем потихоньку закругляться, будем потихоньку тогда тормозить. Все вопросы, которые у нас есть, так надо, наверное, как-то закрепить свои контакты, чтобы у людей была возможность мне писать. Спасибо вам за вопросы. Вопросы классные, потрясающие. Была ваша активность, мне это приятно. Так что вот, видео вебинара будет у нас на сайте Крiro, его потом можно будет посмотреть записи, я тоже сделаю себе репост ВКонтакте. Итак, спасибо вам, будьте здоровы, не болейте, берегите себя, берегите своих близких, читайте больше книг, работайте над своим мышлением, поменьше стрессуйте и будем работать, дорогие друзья. Хорошо, спасибо. Наверное, пока тогда на этом, мы закончим, да? Марина. Так, сейчас, секундочку. Так, все, есть. Ага. Все, дорогие друзья, тогда пока на этом заканчиваем. Всем спасибо большое. Мы отключаемся. Сейчас найдем способ, где бы, закрепить. Да, внимание, на следующей неделе у нас будет вторая часть вебинара "Общение в семье". Первая часть была у нас 3 недели назад. Через неделю, на следующей неделе, у нас будет вторая часть. Следите, пожалуйста, за новостями. Все это будет у нас через неделю. В "ВКонтакте" все основные новости. Вот. В общем, если будут какие-то вопросы, да, мы сейчас найдем, как отдельным постом, наверное, закрепим, чтобы люди ко мне обращались, напишем мой номер телефона и так далее. Все, дорогие друзья, спасибо за вашу активность. Мне было очень приятно. Буду ждать вашу обратную связь. Всем здоровья, всем радости и всем здоровья. Спасибо большое.